В целом в архиве президента Республики Казахстан хранятся документы, относящиеся к политической истории нашей страны, начиная с 1918 года, со времени установления советской власти на территории Казахстана. Это документы, в первую очередь, Центрального комитета большевистской партии Казахстана, которая потом переименовалась в Коммунистическую партию Казахстана, документы Центрального комитета Коммунистического союза молодежи Казахстана, комсомола. А в период независимости мы храним документы, в первую очередь, это администрация президента, документы министерств, ведомств, находящихся на прямом подчинении главы государства. Кроме этого, Ассамблея народа Казахстана и национальные культурные центры, которые входят в состав Ассамблеи, и Всемирный Курултай казахов, а также ряда общественных политических движений и организаций. У нас в настоящее время хранятся порядка 800 тысяч единиц хранения, это дела, которые относятся к части управленческой документации, это выражаясь терминологией архивистов, так и личному составу. Управленческая документация – это основные архивные документы, это решения, протоколы, выступления, работы, отражающие каждодневную деятельность политических органов управления государства, наиболее важные из них. И они все подлежат вечному хранению и находятся в соответствующих условиях, которые способствуют тому, чтобы историческое наследие, политическая история нашего Казахстана передавалась от поколения в поколение в целости и сохранности. А сказать, какая часть из них, прям чтобы как будто ножом отрезать и сказать, вот эта часть относится к вопросам межэтнических отношений, это сложно, потому что народ Казахстана, который, скажем, сформировался в течение XX века, поскольку XX век был полон различных драматических историй, особенно в части народонаселения нашей страны. Если к концу XIX века национальный состав Казахстана на 95% состоял из казахов, то к началу обретения независимости доля основного населения упала до 30% практически. В первую очередь это наши отечественные исследователи, а потом зарубежные исследователи, это европейские исследователи, из Соединенных Штатов Америки у нас много работают в последнее время, докторанты, магистры, либо вообще известные имена приходят у нас неделями, сидят, работают в нашем архиве с азиатских государств, с Японии, с Китая, из других стран также. То есть где-то несколькими десятками можно их назвать, и это уже сегодня для нас не является нечто необычным, тем более информационно-коммуникационные технологии позволяют без замедления, без задержки устанавливать контакты и позволять им ознакомиться со всеми нашими историческими документами. В первую очередь архивы, сотрудников архива президента. Например, также сборник «Казахстан, Украина» или из истории немцев Казахстан 1921-1975 год. Все эти книги востребованы. И в последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к работам архива президента, к материалам нашего архива. И в этой связи нами уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами Польши. Сейчас идут переговоры
об издании 10-томного сборника архивных документов совместно с фондом Конрада Аденауэр. Эта тема называется «Немцы в Казахстане», и планируется охватить последние 100 лет со времени появления первых немецких переселенцев на территории Казахстана в конце XIX века и по настоящее время. То есть работы, которые были начаты в свое время, инициированы были нашими архивистами архива президента, теперь как бы обретают уже международную известность, и зарубежные архивисты-исследователи заинтересованы совместно с нами развивать эту тему в будущем. В первую очередь проект, связанный с историей депортации народов на территорию Казахстана. И сама эта история в массовом виде имела первоначально началось в начале 30-х годов и имела продолжение до 80-х годов. Сегодня мы дошли до 1945 года. Теперь будет послевоенное восстановление экономики Казахстана, подъем промышленности, потом освоение целинных залежных земель, ну, там, полигоны, воинская служба и так далее. И, то есть эта тема практически неисчерпаемая. И также другие направления, те же поляки, украинцы, греки, болгары и так далее. Это можно продолжать. Если я не ошибаюсь, кто-то из президентов Соединенных Штатов Америки, сравнивая состояние экономики двух государств, их сопоставлял с стаканом воды. Да? Одна страна – это примерно стакан, наполненный водой, там каплями добавляются и как бы уже переполняется. А другой – тот сосуд, который быстро наполняется. В этом направлении мы как тот сосуд, который быстро наполняется водой. У нас темпы очень высокие. Хотя уровень технического развития, технической вооруженности архивов, допустим, Южной Кореи, либо Соединенных Штатов Америки, или Федеративной Республики Германии, конечно, это для нас достижимо в будущем. Это очень высокий уровень технической оснащенности. Если простым языком сказать, на каждый квадратный метр количество оборудования технологического современного у них превышает нас на порядок. Но мы, благодаря поддержке президента, правительства, последние годы мы тоже развиваемся очень высокими темпами. Наши американские, немецкие коллеги удивляются тем высоким темпом оцифровки, которые сегодня показывает архив президента. Мы практически за 3 года оцифровали 12% всего объема. Американские мои коллеги говорят, да, у нас богатые архивы, у нас объем хранимой информации, конечно, огромный, но темпы оцифровки, приведенные к общему количеству документов, которые мы храним, ниже, чем у вас. В этом мы можем как бы громко говорить о тех достижениях, которые мы имеем. У нас сегодня 8 рабочих станций оцифровки, современные станции, работают каждый день. И благодаря труду наших архивистов мы имеем такие успехи. Будут построены новые здания архива президента в Астане. Ну а пока это здание построено в 1974 году во времена коммунистической власти по специальному проекту. Он заполнен на 80%. У нас есть еще запасы. К тому же оцифровка и переход на электронные носители тоже уже позволяет экономить пространство в наших хранилищах. И со временем, наверное, количество бумажных носителей, вернее, архивных документов на бумажных носителях будет сокращаться, и его место будут занимать документы, составленные на электронных носителях. Вот на днях мы провели вторую уже летнюю школу молодых архивистов стран Содружества независимых государств. Первая проходила в прошлом году. Это был первый наш опыт. И в качестве слушателей участвовали молодые архивисты Российской Федерации, Белоруссии,
Узбекистана, Кыргызстана и, конечно, Казахстана. Если в прошлом году общее число участников было 50 человек, то в этом году уже приняло участие более 110 молодых архивистов из стран Содружества независимых государств. В качестве спикеров были приглашены ведущие ученые из ведущих университетов Соединенных Штатов Америки, это с университета Мэриленд, профессор Адам Крисберг. Он работает в том факультете, который готовит кадры для Национальной архивной администрации. И по рекомендации Национальной архивной администрации НАРА Соединенных Штатов Америки мы пригласили Адама Крисберга при поддержке посольства США в Республике Казахстан. А также участвовали директор Института национальной памяти Польши и ведущий научный сотрудник этого института. Причем этот институт национальной памяти одновременно владеет огромным архивом, и у них есть дополнительные функции, связанные с проведением политических расследований, преступлений против человечества, против народа Польши в 20 веке. То есть это такая своеобразная структура. И наши архивисты, преподаватели Казахского национального университета в течение 3 дней работали с такой большой аудиторией. И по отзывам наших молодых архивистов наша летняя школа достигла поставленных своих целей. Мы эту работу в дальнейшем будем продолжать. В прошлом году осенью мы проводили крупную международную научно-практическую конференцию по созданию и внедрению электронных архивов, где также была широкая география участников, включая и сотрудников, специалистов из Соединенных Штатов Америки, из Российской Федерации и других стран. Вот я говорил, что здесь трудно назвать, например, какой документ относится стопроцентно к этой теме. Таких документов очень много. Потому что все документы, имеющие политический вес, они так или иначе затрагивали интересы всех народов Казахстана. И в советское время, и в последующее. Конечно, в советское время Центральный комитет Коммунистической партии Казахстана управлял всей экономикой, всей социальной жизнью, политической жизнью нашей страны. То есть не было сферы, куда не входило коммунистическое руководство. Поэтому в каждом документе, управленческой документации, которую мы храним от советского периода, эти вопросы можно там найти. А сегодня администрация президента, в основном политические решения у нас принимаются на уровне главы государства и администрации, поэтому в их документах также очень много таких сведений. И в этих сборниках первые шаги, этот проект будет продолжен. Ассамблея народа Казахстана, первые шаги. Мы охватили только всего лишь 3 года. 1995 со дня создания по 1997 год. И здесь множество документов. И эта тема будет дальше продолжаться. У нас ассамблеи и просто каждодневная практическая работа, как наши источники комплектования, мы с ними работаем, наши архивисты сотрудничают тесно, их документы передаются нам на государственное хранение. И все национальные культурные центры, которые входят в состав Ассамблеи народов Казахстана, также работают с нами. Мы им помогаем в правильной организации делопроизводства, в подготовке документов к передаче на архивное хранение, проводим семинары для них, учим сегодня их, как внедрять электронные архивы. То есть эта тема продолжается. Экспозиционно-выставочная деятельность – это неразрывная часть популяризации нашего исторического прошлого, нашей политической истории. Поэтому все наши совместные форумы с Ассамблеей народа Казахстана, как правило, сопровождаются исторической тематической выставкой. И
государственный секретарь, как правило, участвует на этих форумах, посещает, мы знакомим участников форума, государственного секретаря, других известных личностей с теми архивными документами, которые мы у себя храним. В этом году мы такую выставку организовали совместно с областным государственным архивом Актюбинской области. В прошлом году аналогичная выставка проходила в Кызылорде, где мы также привлекали архивные документы Кызылординского областного государственного архива. К тому же город Кызылорда, если вы помните, период 25-29 годы был столицей Казахской ССР, тогда автономной Советской Социалистической Республики. Там тоже содержится очень много интересных, полезных сведений. Сессии, юбилейные сессии Ассамблеи народа Казахстана, в последующих сессиях мы также выставляем наши архивные документы, потому что содержание этих документов созвучно с основным направлением деятельности самой Ассамблеи. Это дружба народа. Это история, как складывалось в самых тяжелых, трудных условиях, происходила как бы спайка, понимание друг друга. Люди в тяжелых условиях не отторгали друг друга. Сами казахи, перенося страшный голод, репрессии, они не перестали уважительно относиться к людям в целом, независимо от национальности, с какого места их депортировали, независимо от их религии, всех принимали с распростертыми объятиями и делились последним куском хлеба. Это история наших предков, я думаю, никогда не будет терять свою актуальность. Часть материалов архива президента сегодня выставлены в Музее Холокоста Вашингтона. Мы по просьбе наших американских коллег 3 года тому назад передали 12 тысяч страниц архивных документов, относящихся к истории депортации евреев на территорию Казахстана. И они благодарили нас и удивлялись, как это так, насколько скромный народ казахи. Они проявляли чудеса, подвиги, да, вот, человечества. Это их слова. И говорит, мы всегда будем, говорит, благодарны вам за эту память, вот, за ту помощь, которую казахи оказали жертвам фашизма, Холокоста и так далее. Поэтому эти документы, они имеют очень большую силу воздействия на людей, на то, чтобы вот через память нашу прививать, либо развивать чувство дружбы, да, взаимопонимания, человечности. Вот. Это простые люди, может, где-то необразованные, казахи 30-х годов. Вот. Но в человеческом плане они поступали так, что это сегодня потомки тех же евреев называют это героизмом, это подвигом. Поэтому эти лучшие качества своего народа мы должны беречь, передавать из поколения в поколение, что это не пустые слова, и чтобы на лучших традициях своего народа наш молодежь, подрастающее поколение воспитывалась и росла.